в автомобиле, во дворе, и наше задержание было неправомерным. Все дальнейшие шаги – это абсолютно нарушение всех вообще законов. Но били на следующее утро, когда нас вывели во двор для того, чтобы транспортировать в Жодино. Когда нас вывели во двор... Их бьют и издеваются. Я понял, что нас сейчас будут бить, потому что стоял взвод ОМОНа в масках с дубинками наперевес, и они, видно было, что заряженные такие. Нас поставили лицом к стене. При этом на меня, моего друга, указал один из сотрудников РОВД и сказал с этими ребятами по особой программе. К нам тут же подлетели ОМОНовцы, начали нас бить, затянули стяжками руки за спиной и так по очереди начали всех закидывать в автозак. При этом людей укладывали штабелями на полу, и тебе нужно было проползти на коленях по другим людям. В этот момент с двух сторон стояло несколько ОМОНовцев, тебя метели дубинками, ногами, руками, кто там чем дотягивался. Таким образом людей уложили там в два, может быть, даже в 3 слоя на полу. И начался ремонт, как они называли, мы вас ремонтируем. Они с двух сторон стояли на лавках, я не знаю, сколько было человек, подозреваю, что 4-5, может быть, больше, и просто избивали всех, кто лежал. Люди кричали, естественно, и от боли, от возмущения, и я понимал, что чем громче человек кричит, тем сильнее его бьют, поэтому я стиснул зубы и терпел. В тот момент это было очень страшно, потому что они сопровождали эти избиения фразами, что мы вас сейчас убьем, мы вас сейчас вывезем в лес, да вы вообще не люди, вас нужно убивать, уничтожать, закапывать, да вы разваливаете страну там и так далее, и так далее. Мы лежали, скажем так, в лужах мочи, пота, крови, и я думал, что вот сейчас нас действительно вывезут там куда-то в лес и так далее. Но это уже практически все сошло, гематомы, опухоли сошли. Изначально там были прям такие багровые рубцы через всю спину, вспухшие. Это уже 4-е сутки, и практически так уже все сходило. У меня была исполосована вся спина дубинкой, и при этом даже тот врач, который осматривал, и те конвоиры, которые нас вели, они ужасались тому, в каком состоянии к ним привозили людей. Они очень сильно матерились и там поносили тех же ОМОНовцев просто прям. Это было удивительно с одной стороны, с другой стороны, логично. Да, здесь логично было, что многим необходима была медицинская помощь, нужно было вызывать скорые, но, видимо, был приказ не оказывать медицинскую помощь, не вызывать скорые, а на месте там как-то пытаться что-то делать. Головокружение у меня потом были еще несколько недель. Например, руку я не мог поднять, наверное, месяца 1,5, выше уровня плеча. Это был подвывих еще шейного позвонка от удара дубинкой. Перебиты где-то, скорее всего, еще нервы или мышцы. Я считаю, что довольно лайтовенько я еще получил. Потому что, опять же, говорю, я видел людей с переломанными лицами, руками, ногами и вывихнутыми, вывернутыми суставами. И это, конечно, страшно было. Ось адмова у оказанні медичної допомоги, ось це звістки об катуваннях, вони все вкладаються в порушення 7-го артикулу, як я казав, Міжнародного пакту. І там не тільки про катування йде розмова, а про безчеловечні відносини, про ось таке ставлення до людей. Было принято решение некалькими громадскими активистами паспрабаваць дапамагчы лекарам, чым мы можам. Аказалася, што можам дастаткова шмат. За 3 месяцы працы нашай кампаніі мы сабралі 360 тысячаў еўра, закупілі на іх 450 тысяч сродкаў абароны і 1500 адзінак апаратуры, якія былі пастаўленыя ў шпіталі краіны.
Кампанія праіснавала 3 месяцы, і потым мы спынілі сваю дзейнасць, бо пачалося лета. Па-першае, гэта значыць, што пайшоў на спад вірус. Па-другое, у Беларусі пачалася іншая гісторыя. Гэта электральная кампанія, якая прывяла да таго, што вось пасля 9 жніўня мы ўсе апынуліся, хто ў турмах, хто тут. Першыя, хто прыйшлі і пачалі працаваць у гэтым кірунку, гэта былі я і Андрэй Ткачоў, мой калега, вось, які потым актыўна включыўся і ў грамадскую дзейнасць пасля таго, як скончыў працаваць байкавід. І вось ён якраз стаў ахвярай пытак, катаванняў, рэпрэсій у тыя страшныя дні 9-11 жніўня. Вось, і пасля гэтага, пасля таго, як ён выехаў з Беларусі, ён стаў адным з заснавальнікаў фонда беларускай медычнай салідарнасці, вось, які зараз працуе ўжо ў умовах новай хвалі ковіду і прасоўвае асноўныя 3 пункты таго, як павінны беларусы паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі. Гэта вакцинироваться, носить маски и притримливаться социальной дистанции. Мы занимаемся помощью репрессированным медикам, которые пострадали от действий властей, которых уволили, лишили возможности работать, в том числе, потому что у нас в Беларуси, к сожалению, есть такая практика, что если тебя уволили, например, из государственной даже больницы, то у тебя будут проблемы с тем, чтобы найти работу где-то еще. Возможно, не совсем корректное слово будет «вывозим», но мы организуем варианты выезда за рубеж. Для медика помогаем с работой, помогаем как-то обустроиться в другой стране. То есть у нас практически в каждой стране есть люди, которые с этим помогают. Белорусам, кто остался, я желаю прежде всего беречь себя, беречь свое здоровье, потому что это вопрос времени. Когда мы победим, и важно сохранить себя до этого момента, сохранить свою продуктивность, понапрасну не рисковать собой, беречь свое здоровье, носить маски, вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию. Мы верили, что что-то поменяется, что реально будут выборы честными. И думали, что в стране будут изменения. А в итоге получилось, что еще хуже стало. Я покинул страну, и слава богу. Я просто там не могу находиться. Жить в страхе каждый день и сидеть, бояться каждый шум, шорох на лестничной площадке, это в 21 веке, тем более современном, да, и жить так невозможно. Потому что все химией бы не закончилось, и дальше бы какие-то дела пришили бы. То есть у нас там это все элементарно и просто делается. Там без доказательств тебя садят и пришивают все, что им в голову взбредет, абсолютно. Все говорили, свидетели с их стороны, все представлялись, все показывали корочки, все показывали документы. Ну, то есть я не видел ни одного документа, лично я не видел. Может, они показывали жене, потому что она находилась в то время в коридоре. А я вообще ничего не видел. То есть они были все одеты по гражданке, в спортивной одежде, в балаклавах, в кепках. Только глаза, даже были ребята там, которые были в темных очках. И здесь у нас стена. Сразу же стена, вот дверь. И ребенок находился здесь. Я его оттянул на себя вправо и взялся за ручку дверную. И правой рукой уперся потом в стенку. И начал тянуть дверь. И после, когда услышал крик «рука, пальцы», опустив глаза вниз, увидел его пальцы здесь, вот, возле, под ручкой. Потому что все на суде показывали, что он якобы держал руку на уровне 170 сантиметров. То есть я якобы должен был видеть, но я руку не видел. И после крика, когда я припустил двери, он достал пальцы, я закрыл
и замок закрыл дверь, и все. Вот так все и получилось у нас. Главное, что у него все хорошо там с пальцами. Я его на суде видел. Жестами спросил, как рука. Он показал, что все хорошо с пальцами. Ну, слава богу. Вот раздались 2 удара в дверь кувалдой. Откройте, милиция. Ну, я и слышу уже за дверями супруга успокоилась. Видно, там ей что-то показали, корочку какую-то. Соседи выходили, тоже вышли. И все, я сразу же открыл дверь. Зашел человек, ляжься лицом на пол. Лицом вниз, вернее. Я лег, руки за спину, мне одели наручники. Я не могу представить состояние своих детей и вообще я не знаю. Конечно, стресс у них очень сильный. Это 150%. Ну и самого такой стресс был, ну, как бы уже человек, скажем так, не молодой, не старый, ну, как-то мне полегче это все обошлось, чем ребятам моим. Еще неизвестно, что как дальше пойдет у них все это дело, когда вырастут и не останутся ли там в мозгу эти полосочки черные. Рухаються і спробують такими брутальними методами трапити до людей, які не з'являються злочинцями. По-перше, по-друге, вельми шмат таких випадків зараз у нашій країні. Так що порушення права на приватність, на недотикальність житла, можно констатовать в таких выпадках. Вот после обыска повезли в РОВД. Жену в пятницу вечером 23-го отпустили поздно вечером, потому что дети были одни дома. А меня повезли уже на Окрестино, на ИВС. И сразу же посадили в картер. Получается, с 8 мая по 20 августа я находился в Жодино, а с 20 августа по 7 сентября находился на Володарского. Самые горшие умов были в Жодино. Это вообще, а-ля 70-е, я не знаю, 60-е, наверное, там. Полная антисанитария. Все старое, вентиляция никакая вообще. На профучет поставили меня как особо опасный преступник, и у меня все передвижения по тюрьме пошли в наручниках. Прогулку наручники, в душ в наручниках, все в наручниках. На допрос в наручниках, к адвокату идешь в наручниках. То есть, скажем так, когда открывается дверь в камеру, тебе всегда одевают наручники. Сразу одевают наручники, потом открывается камера. Я там в заявлении просил, чтобы возбудили уголовное дело, потому что люди, которые пришли ко мне в квартиру, не представились, не показали документы, плюс напугали моих детей, положили на пол, еще применили спецсредства, браслеты, ну, так называемые наручники. Никто не зачитывал никакие мне ни права, то есть вообще ничего. В ответ вообще ничего не получил, а получил 3 года ограничения свободы с направлением. Планирую заниматься, обустроиться и начинать, скажем так, жизнь с чистого листа.